Так, здравствуйте, уважаемые еще раз друзья, мои зрители. Если меня слышно, напишите, хорошо ли слышно звук, все ли хорошо. Ну все, пишут, что все хорошо, все слышно. Халмо, хурметли милетештер. Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Сегодня тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это как действовать в час X. Нам всем, вообще башкирскому национальному движению, вообще всем гражданам Республики Башкортостан, когда этот час X настанет. Не так давно Башкирский национально-политический центр выпустил документ. Ну, точнее, это даже не то, что документ, это, скажем, своя разработка, что ли, да, то есть как действовать в час X, свое предложение. Поэтому будем исходить из этого документа и как бы более подробно говорить о том, что там написано. Итак, начнем с того, что как вообще юридически обосновывается право на восстание вообще граждан той или иной страны. Право на восстание также известно как право на сопротивление, угнетению, право на революцию. В политической философии право граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, защищать свои права и свободы от узурпаторов. Относится к естественным правам, то есть не требует подтверждения нормам позитивного права. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что никто, наверное, не сомневается, что власть как в России, так и в Республике Башкортостан узурпировали. Она захвачена давным-давно. Не проводится настоящих выборов. Оппозиция не имеет возможности представить своих кандидатов, провести честные выборы, как-то воспрепятствовать давлению Москвы. Республика Башкортостан на сегодняшний момент действительно находится в рабском состоянии, в колониальной зависимости полностью от Москвы, и ничто не может этому противопоставить. Единственное, что возможно сейчас сделать, это, конечно же, право на восстание, либо воспользоваться ситуацией, как я называю это, час X, когда наступит в Москве, и тем самым воспользоваться этим моментом, этой возможностью, чтобы объявить о своей независимости и отсоединиться от проклятой России. Итак, как вообще наступит час X? Как мы должны понять, что он наступил? Обычно час X начинается в Москве, ну вообще в столице, да, тех или иных государств, в столицах империй, потому что, ну, насколько мы знаем, что если любая окраина восстанет, то и, как правило, ее, скорее всего, сразу задавят. Задавят, потому что Москва – центр принятия решений. И даже вот события в Казахстане в 2020 году, мы все прекрасно помним январские события за месяц до начала войны, которые начались. И эти события произошли в Алма-Ате, но не в Астане, не в столице. Так как у меня есть видео об этом, я об этом размышлял, почему не в Астане это было неуспешным. И одно из главных, скажем, один из главных моментов, почему не получилось у казахов сместить власть Токаева, потому что Астана находилась под полным контролем казахстанских властей. Алмата, да, второй город по величине, бывшей столицы, но, как бы то ни было, даже он, находясь в руках восставших, ничего не смогли они сделать. Ну и вообще они не развили ситуацию, да, как правило, и мало каких регионов поддержали.
Здесь то же самое. Если, допустим, одна республика Башкортостан восстанет, ее, скорее всего, сразу задавят, если ее не поддержит несколько других одновременно республик. Если одновременно несколько республик, ну, допустим, там Чечня, Дагестан, Башкортостан, Татарстан, Якутия, там, да, вообще средневолжские наши республики, все Удмуртия, там, Чувашия, Бурятия, восстанут, а возможно и другие, и некоторые регионы, там, да, как Ленинградская область, где сейчас очень сильное германландское движение, там, Хабаровский край. Тогда, если сразу хотя бы там 5-6 регионов восстанут, национальных республик, тогда есть шанс, что власть падет. Но один регион ничего не сможет сделать, одна национальная республика тоже ничего не сможет сделать. Поэтому пока власть в Москве не сменится, как правило, скорее всего, не стоит ожидать каких-либо изменений. Итак, час X может наступить в тот момент, когда в Москве наступит коллапс власти. Он может наступить по нескольким причинам. Первое – это смерть Путина. То есть смерть Путина, она сразу же вызовет тектонические сдвиги вообще во всей России. Начнется борьба за власть, потому что преемника нету у Путина. Он так до сих пор и не объявил своего преемника, и боится объявить, потому что боится, что этот преемник его сдаст. Второе. Если произойдет государственный переворот, смещение Путина и захват власти, ну, какая-то группа лиц, условно там, я не знаю, ну, возьмем Стрелкова, да, то есть сторонники Стрелкова. Стрелков хоть сейчас и сидит, но сторонники у него остались. Вот они, допустим, совершили переворот, захватили власть в России, в Москве, объявили о том, что Путин смещен. Там, ну, это как 30 лет назад ГКЧП пыталась захватить власть. Скорее всего, тоже наступит большой коллапс власти, большая смута, потому что многие силы не станут присягать на верность этой группировке, которая захватила власть. Откажутся ей присягать. В первую очередь это откажется Кадыров, тот же самый, потому что Кадыров лично предан Путину. И вообще, вот как только Путин умрет, Чечня тут же, я так думаю, что первые, кто заявит о своей независимости. И пойдут, это вызовет череду цепочек других республик, других областей, которые откажутся присягать тому или иному, ну, той или иной группировке, которая захватила власть. Почему? Потому что у нас в России очень сильные кланы, которые собраны вокруг Путина. Путин, он как бы собрал вокруг себя кланы людей, у которых есть сила, финансы, полномочия, и всех уравновесил в политическом, скажем, да, смысле, в политическом плане. Никакая группировка не может, ну, не выше какой-либо другой. Есть несколько, скажем, равносильных группировок. Так вот, все они будут бороться, соответственно, друг с другом. И у них уже сейчас стоят свои ставленники в тех или иных регионах. Вот, допустим, у нас Хабиров, говорят, да, что он ставленник Кириенко. Вот. Кириенко его, скажем, клан Кириенко, да, то есть они его продвинули. И вот в каждом регионе точно так же. По всей России тот или иной клан, те или иные олигархи, которые имеют влияние на Путина, ставили своих людей в тех или иных регионах. Соответственно, каждый руководитель того или иного региона, той или иной республики обязан своей властью тому, кто его поставил из Москвы. Соответственно, он будет в час X, во время большой смуты, он будет делать ставку на него. Он будет слушаться указаний только своего хозяина. Есть два исключения, которые, скорее всего, не будут. Возможно, их чуть-чуть побольше, этих исключений, но точно знаю, что два исключения – это Чеченская республика, Рамзан Кадыров, который предан лично Путину, и Путин лично его ставил, и он до сих пор у власти, Кадыров. И, соответственно, никакой из кремлевских кланов не имеет на него влияния. С ним могут только попытаться договориться. И сегодняшний Раис,
да, уже Татарстана, это Рустам Минниханов. Он точно так же был поставлен не кланом, а своим предшественником Минтимиром Шаймиевым, и татарстанская элита, скажем, собрана вокруг него. Все. Ну, остальные все они, скажем, да, ставленники либо самого Путина, либо ставленники тех или иных кланов, как я сказал. Вот. Как мы поймем... ну третий пункт – это революция народных масс. Ну, вот представим, что что-то произошло, и народ тысячами, сотнями тысяч вышел на улицы в Москве, и власть пала, да, то есть началась революция. И во всех городах крупных начались, люди выходить. И вот в этот момент там, да, власть пала, побоялась, забоялась, испугалась, и народ пришел к власти, да, то есть избранные представители. Ну и четвертое – это других непредвиденных обстоятельств, которые создадут коллапс власти. То есть, ну, я не знаю, там, ядерная бомба упала на Москву, началась интервенция, да, то есть НАТО ввела свои войска там и захватила Москву. Ну, мало ли какие там, да, инопланетяне захватили власть и так далее. Вот. Это мы поймем, как мы поймем, что час X наступил, как я вам сказал, вот эти 4 пункта, и до нас, до всех будет информация доходить постепенно. Сперва один источник об этом заговорит, потом второй, третий, и как снежный ком информация, лавина информации пойдет везде по всему интернету. Благо сейчас есть интернет, и не надо захватывать телебашни, чтобы контролировать, да, информацию, информационные ресурсы. Через интернет все это распространится мгновенно. Будет ясно, понятно, что в Кремле власть пала, что наступил переворот или там еще что-то. Наступил час X, тот самый. Вот. Как я сказал, ни у кого нет легитимности, кроме, как правило, кроме Путина. Ну, есть там, да, то есть после смерти Путина вообще по Конституции Российской Федерации должен возглавить руководство всей страной председатель правительства, да. Но, как правило, ну, у нас это Мишустин, как правило, он не имеет ни авторитета, ни влияния, и его не будут слушаться. Еще раз говорю, то есть не будут слушаться, в первую очередь, тот же самый Кадыров, и другие вслед за ним как бы начнут уже отказываться ему повиноваться. Так, то же самое будет и в Республике Башкортостан. То есть мы поймем, да, что вот это, в принципе, это время будет достаточно такой непродолжительный отрезок времени, когда мы поймем, что наступил час X, наступила смута, и надо действовать решительно. Именно вот в этот момент мы и должны начинать. То, к чему мы так долго готовились, то, чего мы так долго ждали, вот он наступил, и как нам действовать, что нам делать, чтобы мы смогли захватить власть и сделать нашу республику Башкортостан независимым государством. Итак, первое. Самый легитимный, самый, наверное, правильный, самый бескровный способ – это выход граждан республики, вообще нашей республики Башкортостан, на улицы. На улице. Одновременно вот представим, что в Уфу съехалось со всей республики там сотни тысяч граждан. Также все города, все районные центры, во всех городах, во всех районных центрах вышли тысячные толпы граждан нашей республики, Республики Башкортостан. Вот. И самый правильный способ действовать как? Это у нас есть избранные депутаты Госсобрания Курултай. Насколько они избраны, насколько легитимны они, насколько честны они там через выборы получили свои депутатские мандаты, это, конечно, второй вопрос. Но, как бы то оно ни было, они на сегодняшний момент
являются действующими депутатами Госсобрания Курултай. И если они примут акт о независимости Республики Башкортостан, то это действие будет полностью легитимное, полностью правильное, и во всем мире сразу же отпадут все вопросы к Республике Башкортостан, почему она стала независимой. Потому что избранные ее депутаты, действующие депутаты парламента, приняли акт о независимости Республики Башкортостан. Все отпадают любые какие-либо вопросы, почему они это сделали. Потому что у нас Республика Башкортостан по Конституции, не только Республики самой Башкортостан, но и по Конституции Российской Федерации, мы являемся государством. У нас есть свои органы, как законодательная, так и исполнительная, так и судебная власть. Вот законодательная власть издаст акт о независимости. На этом все. На этом получается... это будет самый, еще раз говорю, самый бескровный, самый легкий способ. Как добиться, чтобы депутаты это сделали? Ну, скорее всего, депутаты, конечно же, откажутся это делать, потому что они все обязаны своими депутатскими мандатами, своими депутатскими креслами Хабирову лично, ну или там тем людям, кто за ними стоит. То есть те же самые кланы, те же самые олигархи, которые проталкивали тех или иных людей. Ну, олигархи, возможно, на местном уровне, может, чуть повыше. Вот. Поэтому они все, конечно же, зависимые люди, и они все боятся. Конечно же, они боятся потерять свою власть. Они прекрасно понимают, что после того, как Республика Башкортостан станет независимой, и даже если они примут акт о независимости Республики Башкортостан такой, в любом случае они в ближайшее время лишатся своих мандатов, лишатся своих депутатских кресел и вылетят из парламента Госсобрания Курултай. Вот. Но на то он и народ, и обладает мощнейшей силой. Против народа никто не может пойти. И события на Куштау прекрасно показали, да, что любая власть считается с мнением народа, когда народ восстает. И здесь то же самое. Если депутаты будут отказываться собираться на внеочередное заседание в Госсобрании Курултай, будут отказываться принимать такой акт о независимости, объявлять полный суверенитет Республики Башкортостан, их надо будет свозить силой, собирать. Должна быть какая-то инициативная группа. Должна быть инициативная группа, создана из самых активных, самых уважаемых, самых авторитетных лидеров общественного мнения Республики Башкортостан. Те, кто пользуется уважением, авторитетом, которые доказали не только словами, но и делами всю свою преданность Республике Башкортостан и его многонациональному народу. Вне зависимости от национальности, башкиры это татары ли, русские или чуваши, марийцы, или вообще любой национальности. Если эти люди действительно пользуются авторитетом и уважением, такие люди должны собраться и начинать действовать. Они должны начинать издавать указы о том, что вот собираем депутатов, группа поддержки должна сразу же выехать по адресам депутатским, собрать их, привести их всех в Госсобрание Курултай и не выпускать их оттуда до тех пор, пока они не примут акт о независимости. И стоять многотысячной толпой, разбить палатки. Там кто-то задавал вопрос, что делать, разбить палатки, что ли? Да, разбить палатки, разжечь костры. Кто будет кормить их? Кормить будут сами же жители. Помните, как на Куштау? Сами жители несли продукты из дома. Разжигали костры, варили чай, приносили в термосах кипяток, готовили кушать. Люди самоорганизовываться умеют очень легко, когда есть общая какая-то цель. Наша цель – это независимость. Все сторонники независимости должны будут собраться вокруг Госсобрания Курултай и ждать, пока депутаты не примут такой закон, такой указ, такой акт о независимости.
Нужно давить на них морально, психологически. Кому-то, может быть, и подзатыльник нужно хороший дать, чтобы он понял, что от него хочет народ. Если это произойдет, можно будет сказать, что мы таким образом отделались легко, без какого-либо кровопролития, столкновений и так далее. Иншаллах, если так произойдет на самом деле. И вот сейчас у нас этой осенью, да, по-моему, 10 сентября выборы в Госсобрание Курултай. И, скорее всего, именно те депутаты, которые изберутся или переизберутся в наш парламент башкирский, скорее всего, возможно, но очень большая вероятность того, что именно они и будут теми людьми, на которых будет возложена ответственность о принятии акта о независимости. Возможно. Я надеюсь, по крайней мере, что это так произойдет. Все их имена будут известны, все их адреса будут известны. Поэтому будем действовать. Теперь второй момент, что если вдруг не получилось собрать депутатов. Ну, есть такое, что разбежались, попрятались, убежали, успели убежать там, да. Не хотят и все, никак там подписывать такой акт. Ну, верные слуги, рабы там до кончика мозгов, до кончика костей, полностью рабы Москвы, хотят вечно быть в рабстве, хотят вечно служить Москве, ну и так далее. Не хотят, чтобы Республика Башкортостан стала независимым государством. Что делать тогда? Тогда вот этот координационный совет, который будет состоять из лидеров общественного мнения, он объявляет, делает заявление, громкое, сильное, большое заявление по всей Республике Башкортостан о том, что он берет власть в свои руки. Что он выступает за независимость Республики Башкортостан. Правительство, его будет задача, самая главная задача вот этого координационного совета, собрать большой ИЕН, большой всебашкирский ИЕН. До того момента, пока будет собираться всебашкирский ИЕН, который в будущем и который на своем заседании, на этом большом ИЕНе и изберет временное правительство, легитимное, уже легитимное, можно сказать. До этого момента вся власть будет сосредоточена у координационного совета этого. Комитет башкирского национального движения за рубежом признает этот комитет, этот координационный совет признает. Что делает в первую очередь этот координационный совет? Как я сказал, делает заявление во всех доступных информационных ресурсах о том, что он берет всю полноту власти в свои руки. Также одновременно с этим он издает указ о том, что правительство Ради Хабирова, ну или любая другая коллаборационная власть, которая будет вместо Ради Хабирова, ну представим, что Ради Хабирова завтра сняли, поставили вместо него какого-то там Табуреткина. Вот. Так вот, вот этот координационный совет объявляет, что вот эта власть республиканская антинародная и незаконная и подлежит немедленному аресту. Все, выезжает сразу же группа лиц, арестовывает Хабирова и всех его ближайших людей. Вся полнота власти переходит к координационному совету. На свободу тут же издается указ о том, что выпускаются на свободу все политзаключенные, объявляется полная свобода слова. То есть сперва должен издаться указ, потом группа лиц с этим указом приезжает в Уфимское СИЗО, Стерлитамакское СИЗО и во все тюрьмы Республики Башкортостан и показывает, сует этот указ в лицо начальнику СИЗО и говорит, что выпускайте всех политзаключенных. И он обязан будет выпустить. Если не выпустят, его тут же арестовывают и сами, получается, выпускают всех наших политических заключенных. Оказывает сопротивление, значит, применяется физическая сила по отношению к тем, кто оказывает сопротивление. Дальше.
Рассылаются указы Координационного совета во все районы Республики Башкортостан о формировании временных сельских, районных и городских органов власти, которые подчиняются Координационному совету РБ. То есть, допустим, в Баймакском районе пришел указ от Координационного совета Республики Башкортостан о том, что в Баймакском районе должен сформироваться орган, который будет контролировать вот на момент вот этого час X всю полноту власти. Все, собирается Баймакское собрание из самых авторитетных, уважаемых людей. Они избирают временно свой совет, который берет полноту власти. Арестовывается глава района Аминев, арестовываются его ближайшие люди. Все вот это, на это вот полный захват власти в Республике Башкортостан, как правило, дается от 1 до 3 суток. Все это нужно сделать очень быстро. Потому что власть будет в растерянности, многие будут бояться, многие будут не понимать, многие залягут, попрячутся, ну, из действующей власти я имею в виду, будут ошарашены теми событиями, которые происходят в стране. Нужно действовать решительно, быстро. Поэтому, еще раз говорю, в течение от 1 до 3 суток нужно быстро сформировать Координационный совет, быстро арестовать Хабирова, быстро сформировать органы власти во всех городах и районах Республики Башкортостан. Все это нужно сделать очень быстро. Дальше. Координационный совет Республики Башкортостан объявляет дату проведения Всебашкирского республиканского ИИНа. Вновь сформированные сельские районные центры и городские органы власти проводят в райцентрах и городах Башкортостана свои ИИНы, где выбирают своих делегатов на всеобщий республиканский ИИН, на Всебашкирский республиканский ИИН. То есть районные города, которые к дате проведения, те районные города, которые к дате проведения Всебашкирского республиканского ИИНа не изберут и не пришлют своих делегатов, те автоматически будут подчиняться к решениям Всебашкирского республиканского ИИНа, который пройдет без их участия. Ну, допустим, какой-то город, допустим, Бирск, отказался подчиняться Координационному совету, отказался формировать свои органы власти. Глава города Бирска сказал, что нет, я как бы не подчиняюсь, я там до сих пор верен Москве, я там буду ихним вечным рабом, вечным слугой. Хочу, чтобы вот я правил, я и буду править, пока Москва мне дала мандат. Все. Автоматически город Бирск будет включен в исполнительные документы будущего Временного правительства Республики Башкортостан. Что бы они там ни указывали, что бы они там не отказывались делать, они в любом случае будут подчиняться тому, что будет происходить на территории Республики Башкортостан под руководством Временного правительства. Потом дойдет до них время, когда их приедут, их просто арестуют и все. Арестуют и уже назначат. Не назначат, а уже когда арестуют действующую, отказавшуюся подчиняться власть Бирска, уже после того, как арестуют вот это вот руководство, уже местные жители сами изберут свою власть. Дальше. С момента даты, то есть объявляется дата проведения ИИНа, это должно, с момента объявления о проведении Всебашкирского республиканского ИИНа и до проведения самого ИИНа должно пройти не больше 10 дней. То есть за 10 дней районные городские власти должны сформировать свои, еще раз говорю, органы власти временные, избрать представителей, то есть взять под контроль полностью свои районы, города, райцентры и избрать представителей, которые будут представлять этот район или этот город на Всебашкирском республиканском ИИНе. Эти делегаты должны будут, и в течение 10 дней этот Всебашкирский республиканский ИИН должен состояться обязательно. Потому что я говорю, что нужно действовать будет очень быстро. Пока там Москва не очухалась, пока они там не присягнули кому-то своему. Но мы должны уже за это время успеть сделать Республику Башкортостан полностью независимым, и вся власть должна уже быть подчинена народу Республики Башкортостан и ее представителям.
Дальше. Всебашкирский республиканский ИИН собирается и избирает и утверждает национальное временное правительство Республики Башкортостан. Вот уже вот это правительство будет обладать полной легитимностью действовать от имени народа, потому что его изберет народ. Тот Координационный совет, по которому будет действовать до этого временного правительства, он, конечно же, вообще юридически не будет обладать легитимностью. Но, как я зачитал в самом начале, народ имеет право на восстание, если власть узурпировали, если власть захватили узурпаторы. Соответственно, это восстание, это революция, и народ берет свою власть в свои руки. Так вот, избирается временное правительство. Дальше. Национальное временное правительство Республики Башкортостан первым же указом объявляет Республику Башкортостан как независимое государство с республиканской формой правления. Первое, что должен принять временное правительство, какой указ, это объявить Республику Башкортостан независимым государством. И точно так же уже у всех других стран мира, у ООН, там, у всех, во всем мире, у всех, кто будет спрашивать, как произошла независимость Республики Башкортостан, уже будет полный, то есть у них уже не будет вопросов, когда временное правительство Республики Башкортостан, которое будет избрано на всенародном республиканском ИИНе, объявило Республику Башкортостан независимым государством. В принципе, все будет сделано правильно с юридической точки зрения. В плане легитимности имеется в виду. Дальше. Должно быть тут же объявиться о запрете на территории Республики Башкортостан всех российских политических партий. То есть они все объявляются, они закрываются, они все распускаются. Также объявляется о формировании гражданами Республики Башкортостан своих республиканских политических партий. Также назначается Национальное временное правительство Республики Башкортостан, назначает дату республиканских выборов в парламент Республики Башкортостан как новой официальной власти. И уже вот эти башкирские политические партии, башкортостанские политические партии, можно так сказать, они уже сами будут бороться за места в этом парламенте. То есть они должны вокруг себя объединить по своим политическим интересам граждан. Будет это Либеральная партия Республики Башкортостан, будет это Национальная партия Республики Башкортостан, будет это Татарская партия Республики Башкортостан, будет это Либертарианская партия или еще какая-либо другая. То есть вот эти партии, они открываются, они набирают людей, они своей идеологией привлекают в свои ряды граждан Республики Башкортостан. И когда объявляется, то есть и когда будут проходить выборы, соответственно, они будут в них участвовать. И уже те, кто пройдет 3% барьер, те, кто победят на выборах, их представители уже и будут формировать парламент Республики Башкортостан. Как мы считаем, у нашей Республики Башкортостан должна быть парламентская форма правления. Дальше. Как сделать так, чтобы все, о чем мы здесь говорили, чтобы все это осуществилось? Для этого, конечно же, нужны вооруженные силы свои. У нас есть свои вооруженные силы на территории Республики Башкортостан, которые, ну, пока, скажем так, это спящие ячейки, да, которые ждут своего момента. Их не так много, как хотелось бы нам, но они есть. Точно так же мы рассчитываем на то, что, помимо этого, мы знаем, что большое количество граждан, которые даже не входят в эти ячейки, но они поддерживают идею независимости Республики Башкортостан. Эти граждане должны, как только наступит час X, соответственно, выйти из подполья, решить для себя, что наступил тот момент, когда любой вообще граждан, который за идею независимости Республики Башкортостан, должен для себя сделать выбор, для себя принять решение о том, что вот настал тот момент, когда он должен действовать. Если у него есть дома оружие, он должен взять это оружие с собой.
Координационный совет Республики Башкортостан. Вот, и вернемся еще, да, к тому моменту, когда еще только Координационный совет. Так вот, у этого Координационного совета они должны поступить в подчинение этого Координационного совета. Сформированные вооруженные отряды должны поступить в подчинение Координационному совету и исполнять его приказы. То есть арестовывать Радия Хабирова, скажем так, арестовывать членов правительства, которые могут как-то там попытаться узурпировать власть в Республике Башкортостан в час Х. Также вот Координационный совет, он должен будет сделать, обязательно, необходимо будет ему сделать обращение к гражданам республики, всем, кто поддерживает идею независимости, о том, чтобы они вступали в отряды самообороны со своим оружием. Те мужчины и парни, которые уже сейчас находятся в национальном сопротивлении, а также кто поддерживает идею независимости Башкортостана, должны ради нашей общей единой цели быть готовыми оставить на время свой дом, свои семьи и поступить в распоряжение Координационного совета Республики Башкортостан, а после в распоряжение Национального временного правительства. То есть до тех пор, пока не будет сформирована официальная служба правопорядка, официальная башкирская армия. Итак, какие действия в первую очередь необходимо будет сделать? В первую очередь необходимо будет арестовать, как я сказал, Радия Хабирова и его приближенных, ну или тех, кто будет в этот момент возглавлять республику. Затем необходимо будет взять под контроль столицу республики сразу же, всю Уфу. Необходимо будет захватить здание правительства Республики Башкортостан, мэрию города Уфы, аэропорт обязательно сразу же, чтобы никто не смог улететь из Республики Башкортостан и никто не смог приземлиться. Ну, там, с Москвы, допустим, да, какие-то борты, там, со спецназом Альфа, там, или с чем-то. Если что, сразу сбивать. Вообще, делать закрытым небо над Республикой Башкортостан. Захватить ЖД вокзалы, захватить телецентр, захватить банки, чтобы все средства были в распоряжении Координационного совета, а потом и в будущем и правительства, временного правительства. Захватить здание ФСБ и все находящиеся там архивы. В первую очередь это захватывается, сразу же выставляется охрана. Все люди, так мы узнаем всех тех людей, кто там был, кто работал на ФСБ, кто был на подписке у ФСБ, кто вредил народу Республики Башкортостан, вообще всей республики. Мы обязаны будем сохранить эти архивы, чтобы в дальнейшем проводить иллюстрацию. Поэтому здание ФСБ в первую очередь один из первых тех зданий, которые должны будут захватиться. Естественно, они попытаются, конечно же, организовать сопротивление. Нужно будет им сперва объяснить, что сопротивление бесполезно, что по ходу сопротивления вы все будете убиты. Поэтому лучше сдайтесь. Те люди, которые не совершили особых сильных таких преступлений против Республики Башкортостан, сотрудники ФСБ, я думаю, что они сдадутся, скорее всего, потому что, ну, как правило, на них там крови нету. Оказывать сопротивление до конца будут только те, и то, если хватит духу, конечно, только те, которые действительно замараны полностью, там, да, сажали, уничтожали наших людей, башкирское национальное движение, вообще любую оппозицию, ту же самую либеральную оппозицию, кто преследовал, сажал, арестовывал, уничтожал и так далее. Вот. И эти, возможно, могут оказать сопротивление. А возможно, просто застрелиться. Но тоже для этого, еще раз говорю, нужно, чтобы у них хватило духу и офицерской чести. Что, скорее всего, этого не будет у них ни у кого. Так вот, здание ФСБ, здание всех отделов полиции захватываются. СИЗО, как я уже сказал до этого, да. Но здесь хочется сказать, что СИЗО должно функционировать полностью, потому что преступники, которые там находятся, уголовники, которые там находятся, они не должны выйти на свободу. Они не должны воспользоваться этим моментом, часом Х, чтобы выйти на свободу и ну, здесь устраивать какие-то беспорядки. Поэтому сотрудники все СИЗО, если начальник тюрьмы
принимает то, что теперь республика управляет Координационный совет, а потом Временное правительство, значит, он остается пока у своей власти. Дальше там будет видно. Но пока он находится у своей власти, и либо он смещается, ставится вместо него зам его, и эти тюрьмы должны дальше продолжать функционировать. Дальше. Все воинские части, расположенные в Уфе и в Уфимском районе, но и вообще по всей территории Республики Башкортостан. Тут же мгновенно они все должны заблокироваться. Все заблокироваться, все входы-выходы. И точно так же им всем должен быть представлен ультиматум о том, что они складывают оружие и мирно сдаются. Так как они не виноваты, они не задействованы были в уничтожении граждан Республики Башкортостан, если они не успели к этому времени ничего сделать, да, они не репрессировали никого, они все свободно могут разойтись по домам. Те, кто не хочет, допустим, служить Координационному совету и Временному правительству Республики Башкортостан. Те, кто поддерживает идею независимости, они могут точно так же продолжить служить, но уже под началом башкирского правительства. Итак, блокируются все воинские части, берутся под охрану все арсеналы с оружием. Это оружие должно быть роздано тут же всем группам, вооруженным формированиям, которые поддерживают идею независимости, для того, чтобы полностью взять под контроль всю Республику Башкортостан. Все оружие должно быть, естественно, под строгим учетом, роздано под запись, кому отдается. Но оружие должно быть роздано всем, кто поддержит идею независимости. Все взять надо будет под контроль все входы, все въезды и выезды из столицы, чтобы никто не смог заехать, чтобы никто не смог выехать. А также установить блокпосты. Одновременно, когда берется под контроль столица Республики Башкортостан Уфа, под полный контроль берутся точно так же, одновременно, еще раз говорю. Все это действуется одновременно по всей республике. Берутся под контроль райцентры, города Республики Башкортостан, все федеральные трассы, все въезды в республику и все выезды из республики. Все это берется под полный контроль. Республика Башкортостан временно закрывается от всех, пока не будет установлен полный контроль на территории Республики Башкортостан. Устанавливаются блокпосты. Вот. И все, еще раз говорю, все эти вооруженные отряды, все они строго подчиняются Координационному совету на первое время, а потом после всебашкирского ЕИНа, который изберет Временное правительство, подчиняется Временному правительству. После того, как уже пройдут официальные выборы и будет избран парламент Республики Башкортостан, официальный парламент, и постепенно они все уже перейдут в подчинение уже правительству Республики Башкортостан. Также я бы хотел дополнить некоторые важные дополнительные пункты, которые нужно будет учесть при действиях, при всех этих действиях. Первое. Самое главное, необходимо действовать максимально бескровно, убеждать в том, что российская, а вместе с ней республиканская коллаборационная власть пала, и что вся полнота власти переходит к народу Республики Башкортостан в лице ее представителей. В случае отказа подчиняться, нужно сперва попытаться убедительно донести до них эту мысль, что все, власть в Москве пала, мы не подчиняемся больше никакой Москве. Мы не подчиняемся, соответственно, и Хабирову, ставленнику Москвы, или кто там будет вместо него. Мы им не подчиняемся. Все. С этого дня здесь законная власть – это народ и ее представители. Нужно попытаться их убедить в этом. Если отказываются, такие найдутся, скорее всего, тогда уже применять силу. Силой их арестовывать. Если они оказывают сопротивление, тут уже ничего не остается, как их уничтожать.
такие люди, которые будут оказывать сопротивление, будут открывать огонь по гражданам Республики Башкортостан. Таких надо будет уничтожать физически уже. Только в этом случае. Но надеюсь, что до этого не дойдет. Дальше. Все национальные и общественные силы, находящиеся в республике, должны отбросить все свои распри и взаимные обиды, чтобы объединиться с единой целью – обретения независимости Республики Башкортостан. Все, кто поддерживает идею независимости Башкортостана, кто устал от Москвы, кто устал от этой империи, кто считает, что Республика Башкортостан теперь сможет сама жить независимо, сможет обеспечить полностью всем достатком, всеми правами своих жителей полностью. То есть все вот эти люди, вне зависимости от своих политических взглядов, вне зависимости от своего вероисповедания, вне зависимости от национальности, а у нас Республика Башкортостан все-таки многонациональный народ проживает, все они должны объединиться, отбросить какие-то взаимные распри и действовать сообща с одной единственной целью – это обретение независимости Республики Башкортостан. Это самое главное. Дальше. Основной штаб Координационного совета Республики Башкортостан, который только-только сформируется, должен располагаться еще до того момента, пока вся власть не будет захвачена. Он должен располагаться не в здании правительства, не в здании Белого дома на Тукаева, 46. А он должен... это мое личное мнение, я так считаю, что он должен располагаться в мэрии Уфы, на горсовете. Почему там? Потому что здание правительства Республики Башкортостан, Белый дом, да, наш, он находится в очень таком неудобном месте, очень уязвимом месте. Он находится на краю города и приперт к обрыву можно, да, его можно увидеть, как он на краю обрыва там, да, возвышается. Это здание вообще очень легко блокировать. Достаточно вот захватить несколько близлежащих районов, кварталов, там, да, парк Матросова, то есть улицу Ленина, Тукаева с этой стороны там Гафури улицу, и все. И вот этот вот район Белого дома, он будет полностью блокирован силами, те, кто будет, если такие силы будут, которые будут действовать против нас. Поэтому лучше всего располагаться, я считаю, в мэрии, на горсовете, и оттуда уже руководить действиями. Он находится в центре города, в очень удобном месте. Оттуда будет легче контролировать ситуацию, отправлять людей, координировать свои вообще какие-либо действия. Дальше. Координационному совету Республики Башкортостан до созыва Всебашкирского республиканского ЕИНа и избрания национального временного правительства во избежание коллапса необходимо обеспечить бесперебойную работу всех социальных служб, медицинских служб, МЧС, органов правопорядка. Работу СИЗО я уже сказал до этого. То есть те люди, те граждане Республики Башкортостан, которые аполитичны, которые не имеют каких-либо... есть такая, знаете, серая масса людей, которые, им вообще без разницы, что происходит. Вот сегодня у них сидит Хабиров, завтра будет сидеть Сарбаев, послезавтра будет сидеть там еще кто-то. Им вообще до лампочки. Путин сидит в Москве там, или Мишустин сидит в Москве, или Пригожин, им тоже до лампочки. Они будут служить любой власти. То есть это люди, которые, никогда не интересуются политикой. У них работа, дом, семья, все. И вот эти люди должны продолжать, но это основная масса людей. Они составляют, как говорится, семья – это ячейка общества, да, малая ячейка общества, с чего начинается вообще общество республики, вообще страны, государства любого. Они должны не почувствовать, скажем, каких-то, знаете, таких вот острых неудобств, да, когда вот наступил коллапс и все остановилось, ничего не работает, магазины все закрыты, перестало поступать тепло, перестало поступать газ в дома,
нету воды и так далее, да? По улицам разгуливают банды мародеров. Вот этого не должно быть. Тот координационный совет, который берет власть в свои руки, он должен обеспечить бесперебойную работу всех социальных служб. Должны работать скорой помощи ездить, в случае чего. Должны работать пожарные службы, в случае, если какие-то пожары будут. Должны работать органы правопорядка, чтобы не было никаких банд, не было никаких мародеров. Вот это, кстати, тоже я об этом указывал, когда в Казахстане, еще раз говорю, произошли вот эти события в Алма-Ате. Большая ошибка тех людей, которые организовывали вот это вот восстание. Их ошибка была в том, что огромные банды мародеров там бегали по Алма-Ате, ну и грабили, да, грабили, там, выносили торговые центры, там, избивали граждан, там, врывались в дома и так далее. Это большая ошибка их была, что они не смогли их ликвидировать, эти банды. Так вот, та власть, которая берет власть в свои руки, она должна обеспечить правопорядок. Порядок вообще на всей территории Республики Башкортостан. Как только появилась где-то какая-то банда, там где-то какие-то мародеры, тут же выезжает группа вооруженных людей, которые арестовывают эту банду мародеров. Все службы должны работать, еще раз говорю. Только так граждане Республики Башкортостан признают эту власть за власть и будут считать ее действительно той властью, которая может управлять республикой. Если какой-то координационный совет там, или временное правительство взяло власть в свои руки и не может обеспечить, чтобы в республике был порядок, не может обеспечить порядок, тогда народ не будет подчиняться такой власти. Это очень важно. Ну вот это, наверное, все то, что я хотел сказать. Это такой, знаете, короткие инструкции, как действовать, да, что делать в час X, когда началась большая смута. Вполне возможно, что будет действовать, что будет совершенно по-другому. Вполне возможно, что будет совершенно не так, как я описываю. Вполне возможно. Но все равно вот то, что я описал, это, как правило, происходило во многих странах, где происходили революции. Все именно происходило так. То есть формировался какой-то орган, который брал на себя полноту власти, устанавливал контроль над своей территорией, арестовывалось старое правительство, захватывались все ключевые посты, все ключевые узлы, мосты, дороги, банки, аэропорты, еще раз говорю, да? Захватывались воинские части. Потом проводился всенародный какой-то съезд, где избиралось правительство, избирался президент. Ну и все, и власть постепенно переходила к этому человеку, всенародно избранному. У нас в Республике Башкортостан будет то же самое. Еще раз говорю, если не получится привести в исполнение первый вариант, который я озвучил, это чтобы действующие депутаты Госсобрания Курултай объявили акт о независимости Республики Башкортостан. Как только они объявляют акт о независимости Республики Башкортостан, ну точно так же будет созван Всебашкирский ИИН, который в любом случае точно так же выберет временное правительство, которое возьмет там на какое-то время до выборов, официальных выборов, всю полноту власти в свои руки. Но это будет самый бескровный, самый легкий вариант, как я уже сказал. Если есть какие-то вопросы, уже час мы говорим, задавайте. Многие могут сказать, что это не случится никогда. Но, как говорится, никогда не говори никогда, потому что, как мы видим, практически каждый год в мире, там или где-то в каких-то странах происходят революции,
происходит смена власти. Это Россия, эта империя обречена, и то, что я описал, рано или поздно случится. Мы должны готовы к этому быть. Как бы кто ни хотел, как бы кто ни говорил, что это невозможно, это произойдет. Скажи кому-нибудь в 89 году, что Советский Союз рухнет скоро. Никто бы, все бы возле виска покрутили бы, сказали, ты что, дурак, что ли? Но однако, самое крупное, сильное, могучее государство, одно из крупных, ну, не самое сильное, да, то есть Америка все равно как бы мощнее, да, но все равно самый главный соперник Америки, крупнейшее государство в мире, рухнуло за 3 дня, кто бы мог подумать. Вот, поэтому, еще раз говорю, мы должны быть готовы, у нас должен быть четкий план. Многие скажут, что я таким образом выдаю секреты, да, и действующая власть будет готовиться, скажем, да, как-то нейтрализовать этот план. Но я уверяю вас, что у действующей власти в Республике Башкортостан, у Хабирова уже есть план действий на случай час X, на случай большой смуты. Уже есть план, как действовать. И именно поэтому он судорожно так вот строгает отряд за отрядом, отправляя их в Украину, надеясь, что ну, какая-то часть их вернется обратно и поступит под распоряжение его, и он с помощью этих отрядов будет пытаться остаться у власти, узурпировав власть, да, захватив ее. Но шансов, я уверяю, что шансов у него практически нету. Мы его снесем. Сколько бы отрядов он вокруг себя не собирал. Да еще не факт, будут ли эти отряды ему подчиняться. Или они пойдут за независимость. Потому что, как я на своем канале писал, в комитет сопротивления, канал есть такой, комитет сопротивления Республики Башкортостан, им отправляли, скажем, сообщения из вот этих национальных батальонов, башкирских национальных батальонов, которые сейчас воюют в Украине, о том, что они за независимость и готовы в случае часа X бороться за независимость Республики Башкортостан. Поэтому там как есть и наши люди. И не факт, что они поддержат Хабирова. Но у Хабирова, как я еще раз говорю, есть свой план действий, как и что делать. И то, что я описал, и это ни для кого не секрет. Как это происходит, это у Ленина описывается, как это захватывать власть. Это происходило во многих странах. Так что как бы никакого секрета я не выдал. Это стандартные процедуры, как производить революцию, как захватывать власть. Так. Вопросы. Сейчас посмотрим. Как всегда, здесь ботов набежало. Некоторые верят, что ничего этого не произойдет. Несчастные люди. Вот и какой-то Ильдар Абузаров, что это важные мечты недобитого экстремиста по свержению легитимной власти в регионе. В чем она легитимность? В чем легитимность у Хабирова? Он свои первые выборы, он бы мог их выиграть честно, но он 700 тысяч голосов вбросил. Это есть такая организация «Голос», которая подсчитывала, независимая организация «Голос», которая подсчитывала, оно смотрит за выборами, как они проходят. И они доказали, то есть он уже нелегитимен с самого начала. Так, ну, здесь идет спор между своими. Есть ли план от танков в Челябинской области? Вот вопрос. Я думаю, что так как в Москве, еще раз говорю, будет в самой Москве будет большая неразбериха, никого не будет у власти. В Челябинской области точно так же.
будут происходить свои действия. Есть люди, которые хотят создать Уральскую республику. Это наши союзники. Я думаю, что они точно так же будут действовать, как и мы у себя в Республике Башкортостан. Они будут действовать у себя. Они точно так же будут захватывать власть. И я думаю, что не до танков будет. Тем более, когда одновременно будут разные национальные республики устанавливать у себя власть. Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Мари Эл. Это вот только волжские, приволжские, да, республики. А там еще и Якутия, там еще и Бурятия, и Тыва, и весь Кавказ, и Калининградская область, Кёнигсберг и так далее. На всех танков не хватит, это точно. К тому же мы обязаны будем, если, допустим, у нас получилось так, что вот это очень важно, хочу здесь, чтобы вы обратили внимание. Допустим, у нас получится так, что мы успели бескровно, очень быстро установить власть, взять под полный контроль всю Республику Башкортостан. А в Татарстане, допустим, все легко так не произошло. И там начались, и там национальное правительство Татарстана, татарское национальное движение, скажем, там тяжело дается им установить власть. Мы обязаны им помочь. Мы обязаны помочь татарам, нашим братьям, и направить туда свои вооруженные формирования, чтобы они помогли установить власть татарского национального движения. Это обязательно. Также и в других республиках и регионах. Также и про Уральскую республику. Чем больше не только национальные республики, даже если все национальные республики отсоединятся одновременно, а все остальные останутся в составе России, это будет огромная страна, огромная империя, все равно будет продолжать оставаться, даже без Якутии, без огромной, да, все равно она будет оставаться огромной страной, которая будет обладать большой силой, и рано или поздно она вновь попытается нас захватить. Поэтому наша задача, чтобы не только национальные республики одновременно все отсоединились и стали независимыми, но и регионы, чтобы вся Россия фрагментировалась на разные части, что образовалась Дальневосточная республика, образовалась Сибирская республика, образовалась Уральская республика, образовалась Ингерманландия, Кубанская республика и так далее, Республика Московия, да, та же самая. Это для нас очень важно и необходимо для того, чтобы Россия, как империя, больше не воссоздалась. И мы обязаны поддерживать все вот эти силы регионалистические, которые будут бороться за свою независимость. И в случае чего, если надо, то и поддержать их силой нашей. Также мы надеемся, что Республика Казахстан, наши братья казахи, поддержат нас в трудную минуту, пришлют несколько вагонов, ну я так утрирую, конечно, да, несколько вагонов, несколько грузовиков с оружием. Казахские ребята, братья, приедут на помощь нам, помочь устанавливать власть в республике, в нашей. Я на это надеюсь, и связи с казахами есть, так что думаю, что все будет хорошо. Как нам казахи должны, возможно, помогут, так и мы, если что, должны помочь другим, еще раз говорю, республикам, в первую очередь Татарстану, нашим соседям в первую очередь. Очень важно, чтобы вокруг нас были независимые государства. Если вокруг нас будет продолжаться империя, то тогда челябинские танки действительно будут нам угрожать. Если вокруг нас будет Уральская республика, своя независимая, Татарстан независимый, независимая Удмуртия, тогда все будет хорошо. Никто нам не будет угрожать. Так. А если хитрые татары немного повременят, чтобы танки кинули на нас, а потом чуть позже тоже начнут? Но на то они хитрые, что хитрые, возможно, они хитрые, да, но не глупые. Они прекрасно понимают, что если мы
не станем независимы, то и они, скорее всего, не станут независимыми. Надо понимать, что независимый Татарстан зависим от независимого Башкортостана. И наоборот, независимый Башкортостан зависим от независимого Татарстана. Мы обязаны помогать друг другу и поддерживать друг друга в независимости. Потому что если рядом будет Татарстан, который будет под федеральным центром, под Москвой, это угроза с запада. Если с востока Челябинская область будет под федеральным центром, под Москвой, это угроза с востока. Но если рядом будет, также и для них, если будет Республика Башкортостан, которая будет под контролем Москвы, это угроза с востока для них. Зачем им это надо, когда есть возможность, чтобы рядом было такое же независимое государство, братский народ, который поддержит в случае чего. Поэтому я не думаю, что татары точно не глупый народ, и они кровно будут заинтересованы в том, чтобы Республика Башкортостан также была независимым государством. Так, а что будут делать русские в Башкортостане после формирования национальной республики? Ну, точно так же будут жить в Республике Башкортостан. Они, если они признают независимость Республики Башкортостан, как, ну, то же самое, что как живут сегодня русские в Литве, Латвии, Эстонии, в Грузии, в Армении, в Азербайджане, в Казахстане и во всех тех других, в Молдове, в других странах, которые когда-то отсоединились 31 год назад. Вот. То же самое и здесь. То есть они станут гражданами республики независимого государства Башкортостан, будут входить в башкирскую политическую нацию, оставаясь одновременно и русскими, в том числе. Татары будут оставаться татарами, чуваши будут оставаться чувашами. И все мы будем работать и трудиться на благо Республики Башкортостан, чтобы у нас росло благосостояние, чтобы наша республика была независимой, богатой, свободной, демократической, чтобы в ней работали законы. Мы все этого хотим. Мы все хотим жить достойно, свободно, честно, богато. У нас для этого все есть. У нас есть сильное гражданское общество. У нас есть все ресурсы для того, чтобы Республика Башкортостан жила богато, свободно и независимо. Да, мы можем первое время опираться на сырьевые ресурсы, на свою нефть, на свой газ, на свои там природные полезные ископаемые. Но с помощью этих природных ресурсов мы будем уже постепенно переводить нашу экономику на высокотехнологический выпуск высокотехнологической продукции, на туризм. И будем выбиваться уже в страны первого мира. У нас для этого все есть, еще раз говорю. Руслан, в час X что будут делать мобилизованные башкиры, находящиеся на фронте, так как они могут помочь или повлиять на события? Также как будет действовать рота Башкорт, отправит Украина их сюда? Я тоже думаю, я уверен в том, что точно так же среди сегодняшних, я уже об этом говорил, да, что уже сейчас среди воюющих в национальных батальонах башкирских есть люди, которые поддерживают идею независимости. Какая-то часть из них поддержит, какая-то часть из них, возможно, не поддержит. Но узнав о том, что Республика Башкортостан уже объявила свою независимость, что она уже под контроль взята полностью гражданским обществом, им ничего не останется, как присягнуть. Тем более есть заявление Комитета Башкирского национального движения за рубежом, где говорится о том, что те военнослужащие, которые сегодня воюют на территории Украины, если они не замечены были в преступлениях против мирных жителей, в издевательствах, то, рассмотрев каждый случай, их всех, возможно, будет ждать амнистия. Они все, если перейдут служить уже новому правительству независимого Башкортостана, новому правительству, то я думаю, что они искупят так свою вину.
Ну а рота Башкорт, естественно, конечно, приедет и поступит под распоряжение нового правительства Республики Башкортостан. Так. Если казахи к нам приедут, так в чем независимость? Это та самая независимость, где одного хозяина меняют на другого, я правильно понял? Нет, неправильно. Никто не зовет казахов, чтобы они здесь установили свою власть над нами. Нет. Говорится о казахов, как о братском народе, который поможет башкирам, своему братскому народу башкирам, установить здесь власть. Я только что описывал, что если у Татарстана, у татар соседней республики будут проблемы с установлением независимости, то мы будем помогать им в этом. Если у нас к этому времени уже мы возьмем республику под полный контроль. Это же не говорит о том, что мы там установим свою власть в Татарстане. Конечно же нет. Мы им поможем, чтобы они стали независимыми. Казахстан точно так же заинтересован в том, чтобы Российская империя распалась, потому что Москва, ну, надо признаться, что Казахстан на сегодняшний момент очень сильно зависим от Москвы, от России, от Путина. И с уходом Путина, с того момента, когда Россия распадется, Казахстан станет очень сильным и влиятельным игроком на всем этом пространстве построссийском. И они это прекрасно знают и прекрасно понимают. Также они заинтересованы в том, чтобы их братский народ, башкиры, образовали свое независимое государство. Когда-то наше башкирское правительство во главе с Ахмедзаки Валиди и правительство казахов Алаш-Орда действовали совместно, помогали друг другу. Поэтому есть все исторические предпосылки для того, чтобы и в будущем казахи точно так же смогли нам помочь. Я думаю, уверен, что они нам помогут. Это сейчас они не могут вмешиваться, но когда наступит час Х и большая смута, и когда будет понятно, что все, Россия рушится, они, конечно же, будут помогать нам. И не только казахи, но и Турция поможет, я уверен в этом. И Узбекистан, и Кыргызстан, и Туркменистан, вполне возможно. Так. То есть половина населения Башкирию... Так, а это нет, это не мне. Русские большая часть уедет, как только РБ независимым станет, по опыту Казахстана. Ну, возможно, уедут. Мы не можем никого оставлять силы у себя. Если человек не признает Республику Башкортостан независимым государством, не признает вообще независимость Башкортостана, то, если ему не нравится и не захочет он больше жить в независимом Башкортостане, он может запросто уехать, покинуть эту территорию, и все. Никто его держать здесь не будет силой. Уедет, что же делать? Я уверен, что многие уедут. Многие, потому что будут тянуться, вообще начнутся большие перемещения масс людей. Люди начнут тянуться туда, где безопасно, где свои. Русские, скорее всего, поедут в русские регионы, большая часть. Ну, не большая часть, но какая-то часть поедет в русские регионы, там, да, вот в центральный федеральный округ, сегодняшний, там, Рязанская область, Тамбовская, Орловская и так далее, туда поедут. Потому что они там будут чувствовать себя, ну, спокойно, комфортно, в окружении своих. То же самое башкиры, которые сегодня очень много проживают на северах, скорее всего, поедут в Республику Башкортостан обратно. Потому что, как бы то оно ни было, большая смута, она вызовет коллапс экономический на какое-то время, пока там тоже местное правительство в Ханты-Мансийском округе, там, да, в Новосибирске или так далее, пока тоже там местное гражданское общество не возьмет власть в свои руки и не установит полный контроль. Все это время там будет какой-то экономический коллапс, какие-то там предприятия остановятся. А насколько мы знаем, очень много башкир работает на северах сегодня. Очень много башкир сегодня в Москве, в Санкт-Петербурге. И, скорее всего, возможно, где-то будут возникать межнациональные конфликты. И чтобы было спокойно им и их семьям, в первую очередь детям, конечно же, они все поедут, я имею в виду башкир, поедут в Республику Башкортостан к себе на родину. Поэтому, еще раз я говорю, этнический баланс очень сильно изменится, качнется. Русских станет меньше.
Татары, возможно, какая-то часть поедет в Татарстан. Я еще раз говорю, я не призываю никого уезжать, покидать, никого не выгоняю. Нет, это скорее всего, это будут просто процессы, объективные процессы. Татары, какая-то часть поедет в Татарстан, делает Татарстан независимым государством. Очень много башкир приедет сюда обратно. Русские уедут в русские регионы, какая-то часть. Баланс сил изменится, и, скорее всего, башкир станет больше. Больше намного, и это будет, наверное, уже национальность, которая самой большой национальностью в Республике Башкортостан уже к тому моменту. Так что вот так. Но, еще раз говорю, я вообще не заинтересован. И я вообще, и все умные люди прекрасно понимают, что не надо, чтобы уезжало много людей из Республики Башкортостан. На сегодняшний момент многие государства вышли в топ-лидеры экономических держав за счет людского ресурса, человеческого капитала. Условно, да, вот взять, то есть это те страны, которые создают какой-то интеллектуальный труд и тем самым обогащают свои страны, ну, вообще свои корпорации, да. Вот взять Walt Disney, да. Вот Walt Disney, их доход превышает доход всей Ленинградской области, Санкт-Петербурга вместе взятых. Представьте только, Walt Disney это корпорация, которая выпускает интеллектуальный труд. И он имеет, то есть, да, то есть дохода больше. Это я к чему? Это к тому, что сегодняшний момент людские ресурсы очень важны. И чем больше людей проживает на той или иной территории, чем больше высокоразвитых граждан, грамотных граждан, обученных граждан проживает на той или иной территории, чем больше у них свободы, действий, где они могут реализовать весь свой потенциал интеллектуальный, тем эта страна будет богаче. Поэтому, конечно же, мы не заинтересованы в том, чтобы от нас уезжали. Поэтому мы должны создать все условия для того, чтобы, наоборот, туда приезжали люди со всего мира, конечно же, принимая законы Республики Башкортостан, и делали нашу республику богатой. Вот. Так. Так, ну вопрос. Руслан, вы говорите, поможем татарам завоевать независимость. А не получится ли так, что после того, как окрепнут татары, нападут на нас, чтобы оккупировать северо-западные районы Республики Башкортостан? Ну, я думаю, что нет, потому что, еще раз говорю, татары далеко не глупый народ. Им ни к чему проблемы. У них у самих в Республике Татарстан проживает практически 50% русского населения. Ну, 40 с чем-то, с лишним, да. И это тоже для них большая головная боль. То есть русские, очень много народу, который будет не признавать Республику Татарстан независимой, и им нужно будет, татарам нужно будет доказать, что они хотят построить настоящее демократическое общество, демократическое государство, где и русским будет комфортно жить в этой республике. Поэтому объявлять войну братскому башкирскому народу, пытаясь оккупировать северо-западные территории, но я думаю, что это не то, что им нужно. Плюс они сразу же становятся агрессором, на который будут наложены санкции мирового сообщества, как на агрессора, который будет посягаться на территории. Я еще раз хочу уточнить здесь, что для нас, для всех очень важно, чтобы все вновь образовавшиеся независимые государства из национальных республик или тех регионов, которые станут независимыми государствами, ну, такими как там, Уральская республика, там, да, Сибирские штаты. Очень важно, чтобы все было по взаимному согласию, чтобы никого не захватывал, чтобы все определялись в пределах тех административных границ, которые сегодня существуют. И, допустим, даже если Уральская республика будет создана из Свердловской области, Челябинской области, допустим, Пермского края, это должно быть обоюдное согласие всех трех этих регионов. Если все эти три региона согласятся, подпишут какую-то совместную там декларацию о союзе, там, о
объединение в одну большую Уральскую республику, конечно же, их признают. Но если там Свердловскую область начнут захватывать, Челябинскую область, там, захватывать Пермский край, Курганскую область, конечно же, ничем хорошим это не закончится ни для Свердловской области, ни для кого. Поэтому, еще раз говорю, мы все должны остановиться на своих границах сперва, а уже потом через какие-то договоры, через уступки, возможно, через продажу и покупку земель в соседних уже новых государствах, обмен территориями. Так мы можем прирасти или уменьшиться в размерах. Только так. Если же мы будем захватывать, пытаться друг у друга территории, это будет большая Югославия. Но это никому не надо. И когда вот некоторые говорят, что нам надо вернуть там наши исторические земли, исторического Башкортостана, поэтому я всегда говорю, сколько вы готовы положить жизней башкир за то, чтобы вернуть эти исторические земли, которые на сегодняшний момент заселены далеко не башкирами, и где башкиры составляют там даже 10% нету. Ни одной территории за пределами Республики Башкортостан, где бы башкиры составляли хотя бы 10%. Нету ни одной такой территории. Вот и все. Надеюсь, что ответил. Поэтому, я думаю, что на сегодня хватит. Уже 1,5 часа. Спасибо большое за эфир. Надеюсь, что было интересно. Распространяйте ссылку на мой канал, на этот эфир. Делитесь этим видео. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои телеграм-каналы. Это тот самый из Башкорт называется. Башнацполит. Приглашайте друзей. Если кто-то хочет помочь финансово башкирскому национальному движению за рубежом, реквизиты здесь в описании есть. Буду очень благодарен. Спасибо большое всем. До свидания. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.